Ленский район богат талантливыми детьми. Среди них спортсмены, музыканты, художники, танцоры. Ребят, имеющих успех во всех вышеперечисленных направлениях, очень много. А вот тех, кто владеет несколькими талантами сразу, да еще и в совершенстве, нужно поискать. Екатерина Гавриш, ученица второй городской школы 6 класса. Еще такая юная и уже настолько талантливая девочка. Отличница, танцует якутские танцы, играет на хомусе и очень красиво рисует. С 1 класса мне очень сильно нравилось рисовать. Я решила тогда записаться на кружок. И с первого раза работы были сначала не совсем такие профессиональные, как сейчас. И сейчас я уже могу сказать, что добилась больших успехов. Больше все-таки нравится рисование. Если у меня остается свободное время, то я сижу и посвящаю ему время. С 3 лет девочку мама учила читать. Юлия – логопед в детском саду, поэтому уроки грамотности дочка осваивала быстро. В этом же возрасте героиня нашего сюжета начала заниматься русскими народными танцами. Сразу стала одной из лучших. Но постепенно интерес стал пропадать. Все больше он появлялся к якутским танцам. Сегодня Катя – солистка якутского ансамбля «Караку». Катя выступала во многих танцевальных конкурсах, одерживала победу. В «Минуте славы» выступала. Когда она стала больше ходить на танцы, со временем она уже стала одерживать в танцевальных конкурсах победу, такие как лауреат. Ее стали награждать. Она очень ответственная, очень исполнительная. И она даже несколько раз выступала в Москве на сцене, танцевала якутяночку и танцевала другие якутские танцы. Все больше приобщаясь к культуре якутов, Катя решила освоить игру на хомусе. Нашла уроки педагогов на YouTube и начала самостоятельно учиться. Сегодня девочка в совершенстве владеет этим музыкальным инструментом. Катя написала несколько научных диссертаций. Одной из тем и стал хомус. Участвовала в конкурсе «Красота Божьего мира». Для него девочка специально нарисовала эксклюзивные картины. Теперь они находятся в Москве, на Поклонной горе, в выставочном зале. В копилке Кати более сотни грамот, благодарностей, несколько медалей самых высоких уровней. На этом девочка не планирует останавливаться. Сегодня ее работы снова на республиканском конкурсе, и она надеется на очередной успех. Ученица 11 класса 4 городской школы Влада Шелихова – молодой кутюрье. Она в свои 16 шьет лучше, чем многие швеи со стажем. Всерьез заниматься кройкой и шитьем, совмещая это направление еще и с вязанием, Влада начала с 7 класса. Именно тогда учитель технологии разглядел в девочке талант к 2 вышеперечисленным направлениям. Я еще тогда ее заметила в начальном звене, а дальше мы уже стали с ней работать. И у нее пошли хорошо работы творческие, быстро освоила вязание. И первый-то проект у нас был жгутики. Сегодня Влада – участница республиканского и российских конкурсов. У молодой швеи не одна авторская коллекция. Первой появилась коллекция сумок, затем повседневной одежды, после чего дождевиков, которые девушка представила в очень интересном стиле. Эти работы были признаны лучшими в республике. В прошлом году она перешла уже в старшее звено, стала призером, победила с коллекцией. И в этом году она продолжает свою коллекцию одежды, применяя жгутики. Постараемся придумать еще что-то новенькое. Мы сначала для девочки только сделали. Задумка у нас сделать и на мальчика комплект, чтобы получилась коллекция. Идеи для своих новых коллекций Влада черпает во всем. В людях, их настроении, в природе, во всем том, на что упадет ее взгляд. Идеи, они возникают из ниоткуда. Это вдохновение. Можно просто, идя по улице, обратить на что-то внимание, на тот же цветок, дерево и этим вдохновиться. Данная коллекция, вот эта курточка и также в комплекте были сумки, они были вдохновлены дождем. Сегодня Влада работает над новой коллекцией одежды, которую планирует представить на очередном конкурсе. Сейчас, на ближайшее время, получается, это Олимпиада по технологии. Конечно, очень хочется занять первое место, или быть призером, и нужно обновить коллекцию и сделать новые изделия. Надо сказать, что девушка шьет профессионально. Нам она продемонстрировала несколько спортивных костюмов, которые невозможно отличить от изделий известных брендов. А чем рисовала? Обшивает Влада всю семью, друзей и, конечно, себя. Признается, приятно, когда, увидев на ней очередной наряд собственного производства, окружающие бросают восторженные взгляды и задают вопрос, где купила. Влада – одна из лучших учениц стрит-студии, гордость руководителя, и на нее у педагога большие планы. Сегодня совместно они готовят новую коллекцию для республиканского конкурса, в котором намерены снова победить.
Варя Малахова – ученица первой городской школы 8 класса, хорошистка. Школа занимает основную часть учебного времени девочки, а в свободное она занимается рисованием. Посещает художественный кружок уже 6 лет. С детства Варвара мечтала играть на фортепиано, но когда решилась поступить в музыкальную школу, оказалось, что возраст уже не позволяет ей заниматься на этом отделении. Пришлось искать альтернативу. Случайно узнала о кружке рисования, записалась, начала ходить. Понравилось, теперь она рисует все свободное время и в разных стилях. Новое что-то пробовать, а больше так к карандашу, к фломастерам, маркерам. Сегодня Варвара подготовила очередную картину для участия в районном конкурсе. У нового творения девочки интересное название – «Юнион». По словам Вари, полотно создано по ее собственному видению мира. Это, можно сказать, парень, который в своем мире, и за ним подглядывает девушка. Он ищет примерно свою душу. Вот. Зеленый под цвет его глаз смотрит, он не может ее найти, а девушка боится с ним познакомиться, можно и так сказать. Варя – одна из лучших учениц художественной школы. Занимается она в группе Марии Михайловны с самого ее основания. Педагог рассказывает, что талант девочки раскрылся не сразу. Способности, по мнению Марии Кураевой, проявляются со временем. И Варя тому пример. Она активно участвует в конкурсах, выставках, показывает хорошие результаты по рисунку, живописи, по композиции. Ну, то есть она сейчас очень увлеклась и сама дома много занимается. Поэтому, конечно, есть рост, есть интерес, горят глаза, но это самое важное, я считаю. По мнению педагога, у Варвары получаются хорошие работы во всех стилях, будь то классика или современное направление. Рисунок и живопись, это у нее все очень хорошо получается. И сейчас вот она уже в графику ушла, да? То есть это ближе к графике. Ну, сейчас, может быть, вы заметили, распространено как раз-таки именно маркерами, работа маркерами. Ребятам очень нравятся скетчбуки, то есть это сейчас модно. Мы, конечно, тоже им разрешаем в композицию именно выполнять, да, маркерами. Почему нет? То есть мы за разные стили, за разные направления, чтобы, конечно, ребятам было интересно. Вот. Но это не говорит о том, что они только одними маркерами, да, рисуют. Они, конечно, и красками прежде всего. Это как дополнение уже идет. Дома много сами рисуют. Но Варя девочка самокритичная. Открыто признается, что сегодня у нее не получается рисовать профиль. Недостаточно опыта, пояснила она. Но есть желание преодолевать сложности, и она обязательно научится делать это в совершенстве. В день нашей съемки на уроке ребятам было дано задание нарисовать розетку. Это задание для девочки показалось несложным. Это достаточно сложная работа, но для нашего класса уровня это легко должно быть. Кое-какие моменты даются сложно, но это все со временем проходит и дается очень легко. Художественной профессии Варвара собирается посвятить всю свою дальнейшую жизнь. Планирует научиться рисовать в разных стилях, чтобы их в копилке было как можно больше. Дэй Петрушин – скрипач, уже можно сказать, маленький виртуоз. В музыкальной школе на инструментальном отделении он занимается с 1 класса. Скрипка – выбор родителей мальчика, которые заметили у сына музыкальный талант. Сегодня Дэй учится в музыкальной школе, как и в обычной, в 7 классе. В репертуаре юного музыканта не один концерт, этюд и еще множество различных произведений. На счету ребенка немало и конкурсов. На «Розовой чайке» в Якутске мы ездили и так на видео записывали много. Заочно. Какие занимал места? Вторые, первые, так, третий и дипломы тоже. Дэй признается, что очень много занимается. Каждый день несколько часовые уроки и вечером столько же дома для закрепления материала. Следующий год – заключительный в музыкальном образовании мальчика. Свою жизнь с музыкой Дэй связать не планирует, но скрипка в его жизни точно останется навсегда. А когда появится больше свободного времени, мальчик хочет посвятить его еще нескольким своим серьезным увлечениям – программированию и робототехнике. Вероника Корнилова, как и Дэй, играет на скрипке. Она тоже ученица Лилии Исмаиловой, одна из лучших, одна из сильных. Скрипка с детства вызывала интерес у девочки, и она тоже знала, что чего бы ей это ни стоило, она будет владеть этим инструментом, и притом лучше, чем все. К нам в садик, я в садике была, к нам приходил, можно сказать, ансамбль скрипачей, и тогда я влюбилась в скрипку, мне понравилось ее звучание, и я начала смотреть очень много программ со скрипкой, и в 5,5 лет я тогда была еще в садике, я пошла в подготовительный класс по скрипке. Вот. Сейчас я учусь 9-й год на скрипке, закончила в прошлом году 8 класс, но пошла еще дополнительно в 9-й, чтобы продолжать играть на скрипке. Продолжает играть, удивлять своими музыкальными способностями, совершенствоваться и развиваться. Делает это Вероника с таким удовольствием и любовью, что удивительно и приятно.
Девочка учится в 9 классе в школе, готовится к экзаменам. После планирует поступить в музыкальное училище в городе Ростов. Там закончить 9-10 классы, совмещая учебу и музыку. Без скрипки девушка не представляет своей дальнейшей жизни. Веронику в выборе поддерживают родители. Папа сам окончил музыкальную школу, и они с дочерью часто вечерами играют вместе. У меня сейчас папа в другом городе, я приехала к нему на лето в прошлом году, и мы всегда, когда собираемся вместе, мы всегда можем сыграть что-нибудь, какую-нибудь знаменитую мелодию, вот. Ну, всегда играем, он может играть на баяне, на гитаре, вот, а я на скрипке с ним играю, и, то есть, мы записываем это все на YouTube-канал и выкладываем. По словам Вероники, как и в любом деле, в игре на скрипке тоже возникают сложности. Но все они в процессе преодолеваются, особенно когда есть желание у самого, поддержка и наставление педагога. Вероника по характеру девочка спокойная, скромная и произведения предпочитает, тоже подходящие ей по духу. В основном медленные, сдержанные, мелодичные. Девочка участница и победительница многих районных, республиканских и российских конкурсов. Она разносторонний человек. Вероника не ограничивается только игрой на скрипке. У нее еще есть масса других увлечений. Я также увлекаюсь, вот мне нравится журналистика, криминалистика, но, скорее всего, я больше по музыке хочу пойти. Также я увлекаюсь пением, помимо скрипки, вот. Ну, как бы, наверное, все-таки с музыкой свяжу свою жизнь. Дэй и Вероника, как и все герои нашего репортажа, являются лучшими из лучших. Эти ребята – гордость педагога. Принимают участие в разных конкурсах, в международных, российских, районных, городских. Какие конкурсы нам предлагают, мы стараемся не обойти. Мы стараемся всегда принять участие. Ну, разные бывают, конечно, итоги, где первое место, второе, третье, дипломанты. Но эти ребята всегда с местами. Валерия Винокурова занимается вокалом. Девочке 10 лет, учится в 3 классе музыкальной школы. При поступлении на отделение вокала одним из условий стало обучение игре на фортепиано. Так юной начинающей певице предстояло научиться не только петь, но и играть на пианино. И тому, и другому девочка быстро обучилась. Сегодня она, по словам педагога, развивается в этих направлениях на шаг быстрее, чем ее одноклассники. Сложность только одна, признается девочка. Нужно напрягать голос, и надо еще готовиться. Много времени посвящаешь? Да. Сколько? Ну, примерно 4 часа. Педагог по вокалу характеризует свою ученицу как очень способную и трудолюбивую девочку. В прошлом году Валерия в международном конкурсе «Голоса России» заняла гран-при. А самым большим достижением юной певицы стало участие и 1 место в республиканском конкурсе «Новые имена Якутии». Произведения для своих учеников Людмила Тихоновна подбирает индивидуально. Для Валерии они чуть сложнее, чем для остальных. Валерии я подбираю немножко усредненный, немножко даже выше на ступень программу. Вот. Она уже у нас поет арии, уже поет романсы, уже чувствует вот эту стилистику, характер. Очень быстро, да, ты уже схватывает мелодию, вот это вот характер, образ. Валерия – одна из немногих, кто в своем возрасте поет арии. Это объясняет педагог тем, что Лера быстро усваивает материал. Ей неинтересно исполнять легкие песни, ей ближе сложные. Они, по словам девочки, развивают у нее больше интерес. Программа у Валерии сложная, но она справляется. Когда ты высокие ноты поешь в конце, то концовку, пожалуйста, жирную точку поставь. То сердечное. И замедляем. Тоска. Не тоска. Тоска. Мы спросили у Валерии, кем она видит себя в будущем. Девочка, не раздумывая, ответила. Как педагог по вокалу Людмила Тихоновна, она хочет петь и стать известной оперной певицей. Александр Синьков – спортсмен-каратист, совсем юный и подающий большие надежды. Занимается киокусинкой и карате уже 7 лет. Мальчик рассказывает, что интерес к этому виду спорта возник в 1 классе. С каждым днем он становился все сильнее. И Саша попросил маму записать его в секцию. Мне как-то сразу понравилось ходить на карате. Тут интереснее, для меня интереснее, чем в любом другом виде спорта. В этом виде спорта мне нравятся соревнования. Там интересно всякие штучки. Александр вспоминает, что сначала было сложно, многое не получалось, но благодаря своей настойчивости, силе воли, он постепенно начал совершенствовать свои навыки и сегодня добился успехов. Саша участвовал уже во многих соревнованиях районного, республиканского и российских уровней. В этом году я участвовал на соревнованиях в Москве. Я занял 3-е место, попались очень сильные противники, и мне немного не хватило опыта.
чтобы занять призовое первое место. По словам тренера Олега Долбараева, Александр – один из перспективных на сегодняшний день спортсменов Киокусинкай карате. Изначально он не проявлял таких супер, так скажем, способностей, да, но мне кажется, вот за счет его характера, стремления он начал добиваться таких успехов. У Александра зеленый пояс. Этот пояс уже считается, так скажем, более таким боевым поясом. Это уже матерые, так скажем, ребята, да, уже получают этот пояс. Там есть ограничения, то есть ты должен занимать какие-то определенные места на определенном уровне соревнований, и тогда у тебя уже есть возможность сдать на этот пояс. То есть каждый пояс, он как квалификация спортсмена. Планы у героя нашего сюжета большие, требующие много сил, времени и желания трудиться, совершенствуя себя и свои возможности. Я хочу взять КМС или мастера спорта и стать чемпионом. Сегодня Саша готовится к соревнованиям российского уровня. Теперь мальчик намерен отработать в полную силу и занять первое место. Все герои нашего репортажа такие юные и уже настолько талантливые. Они полны желания трудиться, добиваться еще больших успехов, покорив район, республику, Россию, стать известными еще и на международном уровне.